Личная активность и федеральный проект «Залог благоустроенных территорий». В Доме молодежи прошло очередное собрание с жителями многоквартирных домов. Когда для сибайских ребят наступит 1 сентября? Разъяснения дают специалисты городского отдела образования. Долгожданный ремонт. По улице Чайковского ведутся работы по сплошному асфальтированию. А теперь об этом и другом более подробно в эфире выпуск новостей. В студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Накануне в Доме молодежи «Мир» состоялась встреча сибайцев с местными кураторами федерального проекта формирования современной городской среды. Он предусматривает комплексное развитие городской территории, благоустройство дворов и мест массового отдыха при непосредственном участии самих горожан. Несмотря на то, что разъяснения по данной программе периодически выходят в городских средствах массовой информации, не все горожане до сих пор понимают, в чем суть проекта и какие действия требуются от них для благоустройства своих придомовых территорий. Ренат Музафаров продолжит тему. Главной отличительной особенностью федерального проекта формирования современной городской среды является тот аспект, что горожане лично принимают решения о благоустройстве своих дворов и прилегающих территорий. Список объектов, попадающих под действие программы, формируется в заявительном порядке. Для того, чтобы обеспечить себе и соседям комфортные условия проживания, необходимо соблюсти определенные бюрократические формальности. С целью разъяснить тонкости данного процесса местные кураторы проекта в минувшую среду провели встречу с инициативными горожанами. Для того, чтобы обсудить вопросы дальнейшего комплектования программы 18-22 года. Значит, здесь мы должны были именно пояснить те изменения, которые есть, значит, в новых методических указаниях, и хотя бы немного поговорить вот по той программе, которая в этом году уже она идет у нас и осуществляется. Старшие по домам должны вовремя оформить все протокола собрания, решиться, значит, просмотреть все те объемы, которые они хотят там у себя увидеть. В этом мы должны в схеме, значит, территориального планирования на данном вашем квартале, мы его все должны отметить и включить. Сразу определять, какие виды работ. Проект формирования современной городской среды стартовал по инициативе Всероссийской политической партии «Единая Россия» с начала 2017 года. Расчетный период реализации программы укладывается в срок до 2022 года и предусматривает в совокупности выделение 20 миллиардов рублей из федерального бюджета, а также софинансирование из средств региональной и муниципальной казны. Начиная с 2018-го принять участие в программе благоустройства должны все населенные пункты республики с численностью населения более 1000 человек. Между тем, в Сибае по состоянию на текущий момент уже имеется несколько реализованных в рамках данной программы проектов. За текущее время реализовано 5 заявок по дворовым территориям. Это у нас уже по индустриальному шоссе 12, индустриальное шоссе 6, Кусимова 4. Также следующая дворовая территория, которая участвовала и активно принимала участие, стоит отметить, это строители 2, ветеранов 2. Строители 4/1, также строители 6/1, 6/2, ветеранов 6. А также активное участие принимали Чайковского 28, которые решением комиссии были включены именно в программу 2017 года основным списком. Основной упор делается на то, что инициатива должна исходить полностью от жителей, потому что без инициативы жителей в данную программу невозможно включить какую-либо дворовую территорию. Помимо проекта «Городская среда», в Сибае сегодня активно реализуются партийные программы «Парки малых городов» и «Театры малых городов». За ходом работ по каждой из них ведется постоянный общественный и партийный контроль. Закреплены депутаты Совета городского округа 4-го созыва, представители администрации города. Публикуется информация в социальных сетях. На каждом объекте ведется видеотрансляция, доступная для просмотра сибайцам в режиме реального времени в сети интернет. Работы в направлении комплексного развития городской территории, как упоминалось ранее, продлятся до 2022 года. Поэтому кураторы проектов призывают горожан активнее участвовать в жизни города, выступать с личными инициативами и внести свой персональный вклад в формирование комфортной городской среды.
Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Одна из самых обсуждаемых тем на республиканском уровне – начало нового учебного года. В связи с тем, что на 1 сентября приходится мусульманский праздник Курбан-Байрам. Сейчас решается вопрос, когда же дети пойдут в школу. Так, например, в Уфе объявлено открытое интернет-голосование. 3 варианта на выбор. 1 сентября, совпадающий с официальным выходным в Башкортостане. 2 сентября, выпадающий на субботу, или понедельник, 4 сентября. Уже проголосовало свыше 10 тысяч пользователей социальной сети ВКонтакте. Большинство опрошенных, а именно 61%, настаивают на проведении линейки в честь начала учебного года 4 сентября. Когда же начнут учиться сибайские ребята, в специальном интервью нашей программе. Торжественные мероприятия, посвященные Дню знания, в городе Сибай пройдут 2 сентября. Начало торжественных линеек в 10 часов. Об этом мы сообщили родителям. 2 сентября пройдут также классные часы. Дети получат необходимые учебники и также получат расписание на занятия на 4 сентября. 4 сентября обычный учебный день. Пройдут все уроки согласно расписанию учреждения. Новшество, значит, мы вводим в 10 классе предмет астрономия в объеме 1 часа. Это связано с тем, что начиная с 2018 года в вопросах единого государственного экзамена по физике войдут и те вопросы, которые касаются и астрономии. Это вводится по Республике Башкортостан и по России, поэтому мы не отстаем. Дополнительным новшеством является и то, что согласно федеральных государственных образовательных стандартов вводится изучение 2-го иностранного языка как обязательного. Введение иностранного языка с 5 класса, у нас в этом году 7 классы будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам. Выбор за родителями, какой иностранный язык 2-м они выбирают. И, конечно же, зависит от того, от наличия педагогических кадров, материально-технических условий. И последнее. На этой неделе дорожные службы приступили к ремонту улицы Чайковского. Образовавшаяся там колея уже давно не давала покоя сибайским водителям. Как результат, сегодня там ведется сплошное асфальтирование. Работающие больше груза и тяжелая дорожная спецтехника по улице Чайковского сразу дают понять, что еще одна дорога в нашем городе обретает ровное и приятное для движения покрытие. Уже на протяжении недели здесь ведутся работы по сплошному асфальтированию. Бригады рабочих стараются работать как можно быстрее. На восстановление дороги специалисты планируют потратить месяц. В планах полностью заменить 1 километр дорожного полотна на данном участке. При этом они утверждают, скорость качеству не помеха. Двухслойный метод укладки асфальта должен прослужить как минимум 4 года. Выравнивающий слой ложится. Это вот мы выравниваем все неровности, колею заделываем, а потом уже ложим верхний слой. Все согласно сметы. Вот, на данном участке, значит, верхний слой 6 сантиметров. Обильные дожди в начале сезона существенно мешали процессу ремонта городских дорог. Но, несмотря на капризные погодные условия, многое уже сделано и многое еще предстоит. Например, в числе первых были отремонтированы улицы Клары Цеткин и Учелинская. Впереди ремонт на улицах Белова и Пархоменко. В планах, значит, коммунистическую дойти от Горького до Ленина. В дальнейшем, это в сентябре месяце планируем. Улицу Пролетарскую, Горную сделали, братьев Кашириных, там небольшие отрезки, но все равно самые проблемные места мы закрыли. Переулок Интернациональный, тоже участок сделали. Значит, благоустройство квартала, это индустриальное шоссе 10, 8, Кусимова 3, вот эти дома. Сейчас, значит, подготовка идет улицы Строителей 6, 8, там с дровями, там тоже благоустройство квартала будет. В планах улица Булякова, там отрезки, которые совсем плохие.
На запланированных участках ремонт произведут уже после того, как конструкции дорожной части будут полностью подготовлены к укладке нового асфальта. Но в любом случае это произойдет до конца нынешнего сезона. Лена Кириллова, Александр Половнев, Антон Шерстнев, Алик Кадыров, Гульнара Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости четверга. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. Кроме того, свои новости, вопросы или пожелания вы также можете сообщать на сотовый телефон службы новостей 8 927 303 43 43, либо писать сообщения в Вайбере и WhatsApp. Связь доступна в рабочее время. На этом все. В студии работала Наиля Ахмедшина. Удачи и берегите себя.